Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министра иностранных дел Королевства Швеция госпожу Ан Линде. На встрече предметом обсуждения стал широкий круг вопросов сотрудничества Таджикистана и Королевства Швеция, а также вопросы, связанные с отношениями в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сначала президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан большое значение уделяет развитию сотрудничества в Швеции как с надежным партнером в Европе. Стороны посчитали важным укрепление и расширение выгодных для обеих стран сотрудничества в различных политических сферах, межпарламентских отношениях, экономике и торговле, образовании, безопасности и решения проблем, связанных с изменением климата. На встрече обсуждалась нынешняя ситуация отношений Таджикистана и ОБСЕ в рамках трех измерений деятельности организаций военно-политического, экономического, экологического и гуманитарного. В связи с последствиями коронавируса было предложено в рамках сотрудничества с ОБСЕ направить свои программы на снижение влияния нового инфекционного вируса и увеличить практическую и техническую помощь в этом направлении. В ходе беседы стороны обратили внимание на решение актуальных вопросов предотвращения и устранения угроз и вызовов современного мира противодействием терроризму и экстремизму, их финансированию, незаконному обороту наркотиков и оружия, киберпреступности и транснациональной организованной преступности. Министр иностранных дел Королевства Швеция, в свою очередь, отметила усилия таджикской стороны для выполнения своих обязанностей в рамках организации, также особо подчеркнула ведущую роль нашей страны в решении глобальных вопросов относительно воды и заявила о своей поддержке инициативы лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, об объявлении 2025 года Всемирным годом защиты ледников. После встречи с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, находящийся с рабочим визитом в Душанбе министр иностранных дел Королевства Швеция, действующий председатель Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе госпожа Ан Линде, прокомментировала следующее. Уважаемые представители средств массовой информации, для меня большая честь побывать с рабочим визитом на таджикской земле. Мой рабочий визит проходит также в 4 регионах Центральной Азии. Я очень рада, что у меня была возможность встретиться с президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, и с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином. На встрече обсуждался широкий спектр двустороннего и многостороннего сотрудничества со Швецией, а также сотрудничество в рамках ОБСЕ. Мы также обсудили ситуацию в регионе и в Афганистане. Визит в Душанбе является признаком того, что отношениям между ОБСЕ и Республикой Таджикистан уделяется пристальное внимание. Мы высоко оцениваем Республику Таджикистан как члена ОБСЕ, выражая глубокую благодарность Республике Таджикистан за всестороннюю поддержку и плодотворное сотрудничество с ОБСЕ. На нашей встрече также были подняты гендерные вопросы. Очень важно, чтобы женщины имели возможность вносить свой вклад в решение различных проблем и их участие в социально-экономической и политической деятельности страны. Я рада, что Республика Таджикистан принимает и реализует национальную программу по повышению статуса женщин. В рамках встречи обсуждались также вопросы различных проектов, реализуемых ОБСЕ в Таджикистане, в том числе такие проекты, как управление водными ресурсами и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов и пограничников в Таджикистане. Программы ОБСЕ направлены на предотвращение экстремизма, который, в свою очередь, ведет к терроризму и взаимосвязь с вопросами прав человека. Выражаю надежду, что в будущем сотрудничество между ОБСЕ и Таджикистаном, а также Швецией и Таджикистаном будет еще более расширено. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие, выступил на первом заседании Совета по науке, образованию и инновациям при президенте Республики Таджикистан. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на первом заседании Совета по науке, образованию и инновациям при президенте Республики Таджикистан. Следует отметить, что в 2020 году, в День знаний, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с заявлением о создании Совета по науке, образованию и инновациям при президенте Республики Таджикистан. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил,
заявил, что основной целью создания Совета является решение имеющихся проблем в сфере науки, образования и инноваций, содействие развитию этих жизненно важных сфер общества. Было подчеркнуто, что начиная с 2000-х годов до сегодняшнего дня сфера науки и сфера образования в государственной политике считаются приоритетными направлениями. В стране приступили к серьезным реформам в упомянутых сферах. За этот период относительно реформ в этих сферах был принят ряд соответствующих документов. Также за счет государственного бюджета для решения проблем в сфере науки и образования был осуществлен ряд необходимых мер. Принятие программы развития точных наук в Республике Таджикистан на 2005-2008 годы стало первым серьезным шагом на пути изучения фундаментальных наук, а также открыло широкие возможности для большего привлечения молодежи и подростков к освоению естественных и математических наук. Были приняты постановления правительства страны о стратегии Республики Таджикистан в области науки и технологий на 2007-2015 годы, о правилах формирования, экспертизе, утверждении, финансировании и реализации научных, научно-технических программ и проектов, и ряд других документов, каждый из которых способствовал бы развитию того или иного сектора сферы науки и образования в стране. Также налажено принятие программ с учетом требований времени и большего значения науки в обеспечении прогресса страны. Президент страны подчеркнул, что на основе принятия программы документов, а также в результате создания необходимых условий в производственных и учебных центрах молодежь все больше привлекается к научной деятельности. Ее интерес к изобретательству расширился. В связи с решением правительства об избрании 4-й стратегической цели ускоренной индустриализации страны было подчеркнуто, что для достижения этой цели прежде всего необходимо обеспечить тесную и эффективную связь науки и производства, широкое использование современных технологий, научно-технических достижений и инноваций в промышленности страны. Следует отметить, что в последние годы правительство Таджикистана взяло курс на продвижение инноваций в стране, формирование эффективной инновационной системы, направленной на повышение технологического уровня и конкурентоспособности производства, вывод инновационной продукции на внутренние и внешние рынки, импортозамещение, социально-экономическое развитие. Это способствует достижению национальных стратегических целей и обеспечивает правовую и экономическую основу. Анализируя достижения ученых страны за последние годы, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что успехи, достигнутые нашими учеными до сих пор, неудовлетворительны с учетом требований времени, в частности, для обеспечения устойчивого развития экономики страны. В связи с этим лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поставил перед учеными конкретные задачи. С целью улучшения ситуации и укрепления интеллектуального потенциала общества 2020 по 2040 годы объявлены 20-летием изучения естественных, точных и математических наук в области науки и образования. Для реализации этой инициативы ежегодно проводится конкурс «Наука. Светоч просвещения». Основная цель этих инициатив – формирование научного мировоззрения общества, развитие технического мышления, укрепление связи науки с производством и, конечно же, привлечение молодежи к изобретениям и инновациям. Относительно учреждения телеканала «Наука и природа», который по непосредственному поручению главы государства был создан и запущен, президент страны с уверенностью заявил, что этот канал внесет весомый вклад в пропаганду науки и инноваций, образовательных достижений, популяризации неповторимой природы Таджикистана и его природных ресурсов, а также в реализацию программы «20-летия изучения точных естественных и математических наук 2020-2040 годы». В заключение президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность, что все эти инициативы не только существенно улучшат систему управления отраслью и свяжут отечественную науку с производством, но в целом будут способствовать дальнейшему развитию науки, образования и инноваций в нашей стране. После речи президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, на первом заседании Совета по науке, образованию и инновациям при президенте Республики Таджикистан о достижениях науки и инноваций, связи науки и производства отчитались президент Национальной академии наук Таджикистана Фарход Рахими, доктор химических наук, директор научно-исследовательского института Таджикского национального университета Сироджиддин Икром, директор Института воды, энергетики и экологии Национальной академии наук Таджикистана Ориф
Шериф Амирзода, научный сотрудник инновационного центра изучения природных материалов Национальной академии наук Таджикистана Фарух Шаропов, старший научный сотрудник Института химии Национальной академии наук Таджикистана Зайнидин Мухиддинов и доцент кафедры «Релейная защита и автоматика» Таджикского технического университета имени академика Осими Борбат Мирзозода и выступили с предложениями по развитию науки и инноваций в Таджикистане. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале и до встречи.